товарищи! Сегодня в нашу республику прибыла официальная делегация Верховного Совета Республики Крым во главе председателем Верховного Совета Багровым Николаем Васильевичем. В составе делегации Романенко Сергей Дмитриевич, член Президиума Верховного Совета Республики Крым, Кириченко Владимир Григорьевич, председатель Кировского райсовета народных депутатов, Маслич Виктор Васильевич, генеральный директор дирекции строящихся предприятий акционерного общества Крым-Саха, а также оператор Крымского республиканского телевидения, который активно, мы уже это увидели, фиксирует визит официальной делегации Верховного Совета Республики Крым. Это первый официальный визит государственной делегации Республики Крым в нашу республику. Мы со своей стороны надеемся, что те основы взаимоотношений, сотрудничества, которые закладываются в ходе этого визита в отношениях между Верховными Советами обеих наших республик, получат развитие и в ходе наших дальнейших контактов на уровне законодательной власти, а также в реализации этих контактов во взаимоотношениях наших исполнительных структур власти. Мы также полагаем, что в ходе официального визита делегации Верховного Совета Республики Крым мы сумеем помочь нашим гостям составить представление о нашей республике, о ее многонациональном народе, о тех особенностях, которыми характерна экономика в этот переходный период к рыночным отношениям, а также в части развития государственности нашей республики. И в свою очередь получим ответы на интересующие нас вопросы в части государственного строительства и развития экономики Республики Крым. В ходе первого дня визита, согласно согласованной обеими сторонами программе пребывания делегации, предполагается подписание соглашения о сотрудничестве между Верховными Советами Республики Крым и Республики Саха-Якутия. Позвольте, уважаемые товарищи, открыть официальную церемонию подписания упомянутого выше соглашения. Со стороны Верховного Совета Республики Крым соглашение подписывает председатель Верховного Совета Республики Крым Багров Николай Васильевич. Со стороны Верховного Совета Республики Саха-Якутия соглашение подписывает председатель Верховного Совета Республики Иванов Климент Егорович. Позвольте пригласить глав делегаций за стол для подписания соглашения. Уважаемые товарищи, закончился первый день нашего пребывания в Республике Саха-Якутия.
Мы много полезного, интересного узнали о вашем удивительном и богатом крае. Сейчас мы подписали соглашение, которым, я считаю, мы положили доброе начало для сотрудничества между Республикой Саха-Якутия, Республикой Крым, между нашими народами в парламентской сфере, в сфере экономического сотрудничества и в сфере человеческих отношений. Каждый из этих аспектов чрезвычайно важен по-своему. Я откровенно скажу, что мы многое уже позаимствовали у вас из законодательной сферы, и нам есть, по-моему, тоже чем с вами поделиться в этом плане. Я очень надеюсь на то, что между нашими республиками будут установлены тесные деловые и экономические связи. Такие возможности есть и с вашей стороны, и с нашей стороны. И я считаю, что особенно важно, если мы установим хорошие человеческие контакты между людьми, проживающими в очень отдаленных друг от друга республиках, и вместе с тем, по-моему, очень близки друг к другу по многим компонентам. Я думаю, что каждое из этих трех направлений, оно создает хороший базис для тех интеграционных процессов, которые, я не сомневаюсь, в будущем снова будут между нашими республиками и между нашими народами. Я еще раз благодарю руководство республики, президента, вас за приглашение посетить республику. И надеюсь, что мы дали доброе начало нашим контактам, нашему сотрудничеству. Большое вам спасибо. Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые члены делегации Республики Крым, наши представители, со своей стороны я тоже сердечно поздравляю всех вас только что подписанным соглашением между Верховным Советом Республики Саха-Якутия и Верховным Советом Республики Крым о сотрудничестве. Мне кажется, документ для всех, для нас очень важный. Мы начинаем практическое сотрудничество во всех отраслях общественной, политической и государственной жизни. Я должен отметить, что это соглашение одно из первых, которые мы заключаем с субъектом другого государства. Иные соглашения у нас были, но однако мы этому соглашению придаем исключительно важное значение. Республика Крым по своему статусу является одинаковым с нашим статусом по государственности. Мы являемся субъектом Российской Федерации, а Республика Крым является субъектом Украинской республики. Поэтому, на наш взгляд, этот факт имеет значение не только местное, локальное для нас, для Крыма, но имеет значение и для России, и для Украины, для того, чтобы у нас устанавливались связи именно с низов, субъектов Федерации. Поэтому мы думаем, что сделан интересный практический шаг по сотрудничеству между двумя субъектами двух братских государств. Все то, что здесь написано, вполне и реализуемо. Наша республика, Верховный Совет, будет руководствоваться этим соглашением и за шагом примет все необходимые меры, чтобы они реализовались. Николай Васильевич, остальные члены делегации, мы постараемся за эти дни, чтобы вы как можно ближе ознакомились с жизнью, трудом, бытом трудящихся нашей республики. Вам предстоит завтра вылететь и посмотреть, как там живут наши алмазники в городе Мирном. Послезавтра мы вам представляем возможность посетить в одну из сельскохозяйственных районов, Мегна-Кангаласский, это один из крупных сельскохозяйственных районов. И к сожалению,
у вас срок небольшой. Николай Васильевич, он является главой государства, у них парламентская республика, поэтому ему предстоит после нас еще ряд важнейших государственных визитов делать. В связи с этим, к сожалению, вот в рамках вот этого времени мы не смогли показать наши наиинтереснейшие регионы республики, северные в частности, но и другие промышленные центры. Но тем не менее мы смогли устно и документально, во всяком случае, представить о целом о нашей республике, рассказать. Но и думаем, что вам, Николай Васильевич, и другим представится и другая возможность приехать посетить в иное время, особенно когда благоухает природа у нас в июне месяце, когда мы празднуем национальный свой праздник ИСЭ, официально приглашаем, можете прилететь. А мы со своей стороны готовы прибыть в замечательный солнечный Крым. Между прочим, Крым, по-моему, посетили большинство здесь сидящих. Это действительно была кузницей здоровья нашей великой державы. Все мы, значит, очень после посещения Крыма оставались довольными. Мы пожелаем дружественной республике Крым больших успехов в установлении их государственности и решении сложных проблем межнациональных отношений и, самое главное, в решении перехода в этот момент в рыночные отношения. Благополучия, счастья, успехов вам, Николай Васильевич. Спасибо большое. Ага. Садитесь, пожалуйста. Так, 15 минут прессе. Пожалуйста, вопросы Николаю Васильевичу, Клименту Егоровичу. Журавлев, если можно, немножко подробнее раскройте экономическую сторону сотрудничества, кроме вот парламентского. Что вы планируете, предполагаете? Многостороннюю связь, экономическую связь. Прежде всего, нам нужно оттуда, значит, Крыма, обеспечить население нашей республики так, значит, таким необходимым продуктом, как фрукты. Фруктов там больше, чем достаточно. Так, плодовочные консервы. С плодовочными консервами тут у нас, конечно, тоже возможностей у себя очень мало. А у них это делается очень дешево и в большом количестве. А также мы имеем намерение создать там совместное предприятие, уже работает совместное предприятие, совместный совхоз. Вот. Генеральный директор этого совместного предприятия здесь присутствует. С нашей стороны, Егор Афанасьевич, мы сегодня вице-президентом договорились, что с нашей стороны будет названа кандидатура боевого товарища, который бы или которая бы могла бы очень активно работать и поставить работу этого совместного предприятия на должном уровне. На должном уровне. Мы будем осуществлять небольшое инвестирование с тем, чтобы иметь свою собственность в южном берегу Крыма. Это также немаловажно. Такие возможности у правительства найдутся. Так, дальше, ну и другие связи будут. Там Николай Васильевич там рассказывал очень большие свои планы по развитию курортного дела. Так, и речь ведут наши крымские друзья насчет закрепления за нашей республикой одного из здравниц, которое вылечивает, оздоровляет после туберкулеза. Там место самое наилучшее, где проходит самое, значит, эффективное лечение по туберкулезу. А туберкулез, к сожалению, в нашей республике болезнь еще сохраненная и в довольно большом количестве. Есть там артек прекрасный. Товарищи предлагают сотрудничество в вопросах обмена, в общем, организации отдыха молодежи, учащихся и так далее. В общем, целый ряд сотрудничества. А со стороны нас мы тоже можем предложить
свои, значит, некоторые услуги. И об этом конкретно ведутся разговоры уже на правительственном уровне. Егор Афанасьевич может добавить. Информационная программа «Якутия», Алексей Амбросьев. Николай Васильевич, вы сказали, что вы многое позаимствовали в процессе законодательного творчества нашей республики. А не могли бы вы конкретно сказать, что именно? Почему? Я могу сказать о том, что мы много интересного узнали о тех положениях основополагающих, которые записаны в вашей Конституции, которые для нас представляют практический интерес. Принят закон о гражданстве. Это чрезвычайно важный вопрос, который сейчас у нас один из наиболее острых. Есть и другие вопросы, связанные с теми законопроектами, которые приняты по переходу промышленности и в целом экономики Якутии к рыночным отношениям. Это все для нас интересно, и мы, в общем-то, позаимствуем этот опыт. Народная газета. Так, можно узнать, уважаемый Николай Васильевич, какой национальный состав вашей республики и какая там сейчас политическая установка? Называете о том, что у вас 76 наций, а если брать все народности, то около 100. Вот примерно такой по численности национальные составы в Крыму. Но наиболее крупными, так сказать, национальностями, представленными в Крыму, являются русские, где-то 1 600 000, порядка 600 000 украинцев. Уже у нас прописано 230 000 крымских татар, и процесс возвращения крымских татар продолжается очень активно. И надо прямо сказать, что мы, к сожалению, к этой проблеме оказались не готовы, ибо, будем откровенны, то, что они были, все депортированные народы, восстановлены в правах, это все-таки политическое было решение. Под это политическое решение материальной базы основы не было подведено. И сейчас мы, по сути, Украина и Крым, сами решаем эту чрезвычайно сложную проблему. В прошлом году, спасибо России, она нам оказала помощь, 500 миллионов, которые обещали на эти цели, выделили. К сожалению, пока, так сказать, есть настроение отказать нам со стороны России. Мы понимаем, что Россия стала страной беженцев, и тем не менее будем еще раз обращаться к руководству России, чтобы она нас выручила. И вот мой краткий визит связан отчасти с тем, что намечается поездка в Казахстан и в Среднюю Азию нашего премьера Кучмы. Я тоже буду в составе делегации для того, чтобы поставить перед этими союзными республиками, откуда возвращаются к нам, ну, главным образом крымские татары, хотя и греки возвращаются, и немцы возвращаются, и армяне, вот, поставить вопрос об их участии в разрешении этой проблемы. Да, управляем, использованные вами. В составе вашей делегации находится председатель Кировского райсовета Кириченко Владимир Григорьевич. Владимир Григорьевич, а чем мотивирован именно ваш выбор? Что именно ваш район представлен? И впервые делегацию Якутии мы принимали на Кировской земле. Поскольку там, ну, я знаю, что вы в Судакском районе создаете свою базу отдыха, а Кировский район граничит с Судаком. Ну, поскольку Судакский район это больше зона отдыха такая, у нас более промышленная зона, поэтому нашлись взаимные интересы в отношении развития, вот говорил Климент Егорович, по ряду объектов, которые будут инвестировать и, в общем-то, которые будут давать, ну, на пользу и якутской стороне, и нашей. Там создается целый комплекс предприятий, который, в общем-то, будет строить вот это совместное предприятие. Именно на территории Кировского района, используя нашу сырьевую базу и какую-то долю инвестиций Якутии. Решение у нас принято, записано.